Здравствуйте, вы смотрите программу «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Охрана объектов культурного наследия во все времена – обязанность каждого поколения. Без прошлого нет будущего. Как обстоят дела с сохранением памятников культурного наследия, насколько активно ведется работа по охране, сохранению и реставрации, расскажет гость нашей студии Николай Макаров, руководитель департамента по охране объектов культурного наследия республики. Николай Афанасьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Какая сейчас работа ведется по разработке, например, книги-каталога «Объекты культурного наследия республики»? В начале текущего года глава нашей республики Арсений Сергеевич дал поручение персональное, что мы разработали подобный каталог. Мы думали об этом довольно долго. И как получили официальное поручение, мы начали разработку макета. Как вы понимаете, два типа работ, то есть разработка макета и издание самого каталога. И на сегодня созданная нами комиссия занимается подготовкой макета, где будут указаны и собраны информации о всех памятниках республики. Но, казалось бы, все материалы изначально у нас были готовы давно, с 1976 года, но тем не менее на сегодня мы встретили очень большие сложности, серьезные сложности, потому что с 60-х годов некоторые памятники, их немало, были указаны с неправильными информационными данными. Например, год постройки, год жительства того или иного великого выдающегося человека и так далее. Наименование архитектора, несколько памятников. Мы поняли, что несколько памятников неправильно указаны были люди, которые строили эти объекты. Соответственно, у нас возникла дилемма: или мы указываем неправильные данные, или стараемся менять. А менять наименование памятника – это дополнительная экспертиза и идет через Министерство культуры Российской Федерации. То есть это годы и годы работы. И поэтому рабочая комиссия этим вопросом занимается. И к каждому памятнику мы подойдем индивидуально, не говоря об актуальных фотографиях. Например, есть документы, где памятники сняты 80-х годов, 70-х годов. Естественно, они сейчас выглядят не так, как сейчас. Или мы в последнее время отремонтировали, отреставрировали очень много памятников. Соответственно, пару лет назад они выглядели совсем по-другому, а сегодня это совершенно другие красивые, хорошие объекты. И поэтому я думаю, что до начала июня мы проведем сбор материалов. После июня мы уже перейдем к самому изданию каталога, и в конце года мы получим уже хорошее издание. Давайте поговорим немного об исторической реконструкции битвы в СССР. Как все было организовано? Перед тем, как открыть объект, мы долго думали, как подать открытие данного объекта. Потому что, как мы понимаем, Сахалсыгы все знают как место, где происходили бои между отрядами Пепеляева и Строева. То есть это связано с гражданской войной. И я не преувеличу, если скажу, что это одна из самых драматичных страниц истории Якутии. Соответственно, когда работали над концепцией строительства Сахалсыгы, мы добавили туда еще историческое, земледельческое, скотоводческое прошлого нашего предка. То есть в одном месте мы построили 23 объекта, то есть это чуть ли не весь список объектов, которые использовались в то время. То есть мы воссоздали облик Сахалсыгы того времени. Там и все объекты, там и хотоны, балаганы, юрта, ураса, амбары. То есть как жили наши предки. И когда открывали данный объект, мы акцентировали внимание к прошлому. То есть мы реконструировали место боя и события боя того периода. Мы показали сам бой. Я был сам участником данной реконструкции. Приняли участие 160 человек. По нашим данным, подобного масштаба реконструкции происходили в середине 80-х, последний раз, в юбилейные годы. С тех пор они были приостановлены. Мы возвращаемся к этим славным традициям. И, конечно же, мы показали гостям, как жили наши предки. И в будущем Амгинский район будет эксплуатировать данный объект. Я думаю, что они правильно подойдут к подходу подачи истории Сахалсыгы.
Николай Афанасьевич, давайте поговорим еще об одном объекте. Будет ли проведена реставрация в Хангаласском улусе, в городе Покровске, реставрация дома, где жил Серго Орджоникидзе? Дом Серго Орджоникидзе на сегодня является одним из самых уникальных объектов нашей республики. То есть этот объект носит федеральный статус. У нас всего лишь 8 объектов архитектуры носят федеральный статус. Один из них – это дом-музей Орджоникидзе. Соответственно, если мы подготовили проектно-сметную документацию, мы имеем право подать заявку на федеральное финансирование. И мы 2 года назад начали этим заниматься. То есть администрация Хангаласского улуса подготовили проектно-сметную документацию, а мы подали заявку на финансирование. В прошлом году проиграли, в этом году выиграли. То есть на сегодня объявлен конкурс, вчера был завершен. Мы еще подождем на сегодня актуальные данные конкурса. И на 36 миллионов в следующем месяце, если все пройдет по нашему плану, начнем реставрацию данного объекта. Что такое реставрация? Это воссоздание облика объекта того периода. Как он выглядел в то время, мы его должны сделать таким же. Плюс к этому мы должны его приспособить к современному использованию. То есть там должен размещаться музей, соответственно, требования к музею, пожарная безопасность, освещение, тепло и так далее должны быть там соблюдены. Я не говорю о прилегающей территории, естественно, если это федеральный объект, то он должен быть благоустроен изнутри и снаружи великолепно. Соответственно, в этот год по нашим планам мы реализуем нашу давнишние мечты, будем работать над воссозданием данного объекта, и в конце года мы планируем открыть для посещения данный объект. В будущем в этом объекте будет размещаться музей, посвященный политической ссылке, в частности Серго Орджоникидзе. Это объект, в котором раньше размещался фельдшерский пункт Западно-Хангаласского улуса. И есть предложение там же разместить экспонаты, посвященные ямшистской культуре. Поэтому я думаю, что это будет один из таких знаковых объектов не только Хангаласского улуса, но и нашей республики. Да, на самом деле это очень интересно. Скажите, а вот избу Зимник Никифоровых ожидает такая же история многоэтапная на конкурсной основе, чтобы пройти реставрацию? На сегодня мы встречались уже вот совсем недавно с главой Мегина Хангаласского улуса, и их варианты восстановления данного объекта мы будем поддерживать. На сегодня, я вот признаюсь, этот объект стал одним из самых проблемных объектов нашей республики. В прошлом году очередной мониторинг наш показал, что стена разрушается. Одна стена упала. Это начало конца. Еще чуть-чуть, то весь объект упадет. А якутские объекты, они таковы, если они падают, и у них покрытие земляное, и все это давит, и моментально все исчезает. Соответственно, ситуация очень тревожная. И Мегина Хангаласского улуса, и мы понимаем. Администрация Талдоминского наследия будет у нас куратором, потому что они являются собственником данного объекта. И до ноября мы должны найти выход по восстановлению данного объекта. На сегодня настрой Мегина Хангаласского улуса очень радует. Я думаю, что если мы в таком же темпе будем совместно двигаться, то этот объект нам удастся спасти. Хочется действительно верить. Да. Давайте поговорим не только о Хангаласском улусе, еще и о городе Якутске. Вот на месте старой бани сейчас планируется строительство гостиницы. Будут ли там производиться археологические раскопки? По требованию закона каждый застройщик, каждый человек, юридическое лицо, который желает провести работы на той или иной земле, участке, должен доказать перед департаментом, ну и перед общественностью, что в этой земле нет культурного слоя. Он должен доказать, что люди там не жили. Но в прошлом году застройщики данной территории провели экспертизу, и там археологи выяснили очень богатый культурный слой, нашли. Соответственно, это было подано как документы нам, наш департамент, и мы попросили приостановить работу до проведения спасательных работ. То есть спасательная работа – это археологические раскопки. И очень любезно со стороны застройщиков, что они согласились передвинуть строительство гостиничного комплекса на 1 год, чтобы мы провели раскопки. Соответственно, мы привели на сегодня экспертов, археологов, которые там уже начинают
проектирование. Застройщик понесет определенные финансовые расходы на проведение раскопок. И если все будет нормально, мы в середине мая начнем раскопки, и до начала октября мы там все раскопаем. Это будет колоссальные раскопки, 2000 квадратных метров, ничего подобного ни сейчас не проводилось, тем более на территории города Якутска. А это один из самых интересных мест, потому что совсем близко вот это место располагалась первая казачья крепость на территории города Якутска. Поэтому думаем, что нас ждет великолепные находки, интересные события, и мы постараемся его сделать доступным для каждого жителя нашей республики. Если кто хочет принять участие, примет участие. Если кто хочет узнать о тех или иных находках, мы постараемся это организовать. А на каком этапе, на какой стадии сейчас находятся объекты дом Суаруна Малона, дом Саввы Егорова и башни Манчара? 18 апреля прошлого года, Всемирный день памятников, мы провели телемарафон с НВК «Саха» и собрали средства на реставрацию этих двух объектов. В прошлом году дом Суаруна Малона был начат, и в этом году мы ожидаем, что к осени будет построено место, где он стоял. Это по улице Чернышевского, 26 по адресу. А второй дом, дом Саввы Егорова, мы в этом году закончим. Я думаю, что если мы приложим определенные силы и средства к моменту успеха, то есть к середине июня, а объект находится в Усалданском улусе, мы должны этот объект открыть и посвятим это, возможно, районному или наследному успеху. Там объем работ выяснен, довольно-таки значимый, но опыт наш позволяет надеяться, что мы к сроку данному успеем. Ну и несколько слов о вашем предстоящем празднике. 18 апреля Международный день памятников и исторических мест. Какие планы у вас в этот день? В этот день наши коллеги будут участвовать в международной конференции в городе Благовещенске, посвященной охране памятников и археологическому наследию Дальнего Востока. Я сам лично принимаю там участие. Параллельно в городе Якутске и многих районах будет проходить акция по установке памятных табличек на объекты культурного наследия. Мы его сделаем общественной акцией. Если кто желает, уже может сейчас подать заявку. Таблички готовы. Мы хотим его повсеместно, даем инструкцию, и компании или общественные организации под нашим непосредственным контролем устанавливают данные таблички. Их около 500 по всей республике. Соответственно, традиционные встречи, конференции и субботники, конечно же. Это период, когда мы очищаем памятник от снега, чистим их и готовим к предстоящему периоду весенне-летнему. И все эти акции у нас будут проведены 17-18 апреля. В этом году мы не будем проводить телемарафон традиционный, 2 года проводили до этого, поскольку 2 объекта у нас не завершены. И, соответственно, в такой период, когда мы не завершили еще объекты, мы дополнительную нагрузку для наших реставраторов воздержались сделать. Ну что ж, благодарю вас, Николай Афанасьевич, за то, что стали гостем нашей студии. И большое спасибо за интересную беседу. Вам спасибо. Я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Берегите себя и до встречи в эфире.